До начала конкурса за звание лучшего дошкольного учреждения страны остались считанные дни. За детский сад сельского поселения Барсуки болеет все село. Родители, воспитанники и просто местные жители. Детский сад «Родничок» самый лучший в мире, считает и Газгиреева Фирдоус. Ее 6-летний сын уже уверенный пользователь компьютера, пользуется интерактивной доской, занимается плаванием. И все это за пару лет обучения. Я за своего ребенка абсолютно спокойна, потому что если он пойдет в школу, он уже знает, как общаться с детьми, как общаться со старшими. Это первое. Второе. Грамматика. Грамматику здесь преподают. Он ходит у меня на хореографию, на вокал. Все программы, все, что можно ребенку дать, здесь есть. Детский сад открыли 5 лет назад. С первых дней он работает в режиме развития и экспериментирования. Воспитанники здесь обучаются по нескольким образовательным стандартам. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка подбирается программа для развития его физических и творческих способностей. Кстати, половина этих стандартов разработана директором сада лично. Также руководителем сада выпускается ежегодный электронный журнал, который уже стал визитной карточкой учреждения и даже пользуется большой популярностью в других регионах. Своим родителям, над чем мы работали в течение года, какими программами, что нам удалось, в каком направлении развит их ребенок. Воспитанники учреждения – победители многих республиканских и международных конкурсов. Что неудивительно, урок вокала здесь ведет член Союза композиторов России Фариза Шадыжева, а грамоту член Союза писателей страны Зарема Кантышева. У меня 3 здесь, старшая девочка выпускница уже, а еще 2 у меня в средней и младшей группе. Выпускница девочка у меня вообще, я удивлена, она у меня побеждала, у нее грамоты, и вокал у нее, и грамматика, и дополнительные занятия. Очень хорошо выступала моя девочка. Конкурсы бывают, мероприятия, и бывает такое, что вот музыкальные конкурсы бывают, и на Ингушском все вот бывает, что тоже конкурсы. Так что все позитив. Как говорится, энергия, дети в этом садике, они зарождаются. В день конкурса преподаватели и родители собрались в родном учреждении. Тем более, что занятия никто не отменял. 5-летняя Лейла уверена, что ее садик самый лучший и уже делает корону, чтобы встретить любимого директора. Рассказывает сказки разные, которые мы еще не знаем. Она учит нас рисовать. В Санкт-Петербурге началась торжественная часть. Из 85 регионов страны были отобраны 100 руководителей дошкольных учреждений. Из южных регионов представлены только 2 садика. Один из Ингушетии, второй из Кабардино-Балкарии. Первый тур – защита докладов, второй – ответы на вопросы жюри. Трансляции конкурса нет в интернете, однако через мобильные приложения родители и воспитанники получают самую свежую информацию. Видео и фотографии, хоть мы не поехали, но мысленно мы поддерживаем Фатиму Руслановну и всем коллективом болеем за нее. Оценивают компетентность руководителей заместитель министра образования России, депутаты Государственной Думы, профессоры и академики. И вот, наконец, часы ожидания превращаются в минуты, уже в секунды. Фатима Русланбековна Катиева. На этом директор садика останавливаться не собирается. Впереди еще много планов на дальнейшее развитие учреждения. Один из них – обмен опытом с Москвой и Екатеринбургом посредством открытых онлайн-уроков. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.